همه ملت هست در اویلا همه دوست یک دیگر قطعی میگوی که یک همه توجیک باشن و رسیش هم او معلوم نیست همی الکساندر ولتیش قطعی ویرا نیکلای اونجا فقط کم درک فرق میکنه که امیر میدونه که فرزندوش هیچ نمیکنه که رسن با توجیک که توزه گپ میزنن همه چی شرط شرایط امیر توجیکستان اجرا میکنن مقصد. Мои родители по материнской линии, это донские казаки. Они приехали сюда как репрессированные где-то в 30-х годах. Их сюда привезли, оставили вот здесь в степи, здесь тогда ничего не было еще. Их вот здесь определили в эту зону, вот в это место. Здесь они вырыли землянки, жили здесь, потом начали строить вот этот район, дома строить начали, каналы проводить. Вот с этого началась их жизнь здесь. Мать работала простая, работала в детском садике нянечкой. Отец мой работал в бригаде по строительству. Вот эти все дома здесь, что возводили, он был строителем. В 1959 году я родился. И в 1963 родился брат. У нас в семье, у родителей два ребенка, два парня, короче. Вот я старший, мой брат Сергей помладше. Вот. Родился я здесь, учился, у нас здесь первая школа есть. С тех времен она еще стоит, вот там старый корпус стоит здесь у нас, еще до сих пор функционирует. Учился я там, в первой школе. Когда закончил школу, проходил обучение тоже в профессионально-техническом училище на шофера, на тракториста в нашем районе. По окончании училища обратились в райком комсомола и поехали по комсомольской путевке на комсомольскую ударную стройку в Белгородскую область, город Старый Оскол. Там тогда строился крупнейший в Советском Союзе электрометаллургический комбинат. И вот мы принимали там участие в этом строительстве комбината. Ну, там были мы где-то больше года. Потом приехали сюда, уже время пришло в армию идти. И поэтому мы приехали, вернулись сюда, чтобы идти в армию. Моей мамы в 10-летнем возрасте ее привезли сюда с родителями. Отца с ними не было. Отец, она говорила всегда, мой отец был командиром Красной армии. Мама родилась в Крыму, или Крымская область это. Вот. Мама и, значит, бабушка приехала с 5 детьми сюда. Ну, потом приехал и дед, вот. Но дед долго не жил. У меня мама очень хорошо пела, и он всегда говорил: доченька, если я буду жив, ты будешь петь на сцене. Отец умер, ей не пришлось петь, конечно, на сцене, но она рассказывала, вот 8-й поселок, они там тогда жили, мы, говорит, вручную копали арыки. Она была маленького роста тоже, и говорит, я, говорит, беру лопату и выкидываю землю уже глубоко, а земля на меня сыпется. Я опять выкидываю, земля на меня сыпется. Ну, в общем, были тяжелые времена. Вот, у нее было еще 2 брата, 2 сестры у мамы. Вот, все жили там на 8-м поселке. А отец мой тоже болгарин, мама болгарка, с Крыма болгарка. Отец мой тоже болгарин был, он был с Павлодарского края. Их выселили всех как репрессированные народы. У отца тоже большая была очень семья, и тоже он приехал только с матерью. Мы никогда своего деда не видели. Вот. Бабушка жила у нас долго, вот, другая бабушка тоже жила долго. Потом одна бабушка здесь так умерла, другая уехала на свою родину опять. Мама была уборщицей, а отец был строителем. Я помню такие времена, отец был строителем, и мы были все помощниками. Дети, мы строили свой дом сами. На 1-м поселке, он так еще и стоит, этот дом, ну, правда, перестроен, но есть еще веранда.
Я как посмотрю на это, вся остекленная веранда, и я вспоминаю отца. У отца были золотые руки. Мама потом с отцом в 83-м году уехали к сестре. Тогда была какая-то мода или что, по комсомольским путевкам. Ехали, она уехала в Ленинград, тогда Ленинград назывался, сейчас Санкт-Петербург. Она уехала учиться туда. Вот, и в 83-м году она их позвала туда. Я родилась здесь уже, в этом районе. В 1978 году меня призвали в ряды вооруженных сил. Был призван я осенью, 12 октября. Год я там отслужил. А когда 25 декабря 1979 года началось по просьбе афганского правительства, когда обратились к правительству Советского Союза о военной помощи, о оказании военной помощи афганскому народу. Там я проходил службу второй год свой, и уже в 80-м году, 24 декабря, был демобилизован, стал работать дома тоже, пошел в организацию, было тогда ПМК-8, работал на бульдозере, осваивал здесь вот все земли вокруг района, тогда еще здесь почти горы все были, еще степи пустые стояли. Да, принимал участие и в Озоде, и в Карадуме, и 4-я долина, и все вот здесь, где земли осваивались, принимал участие вот в их разработке. Вот. Я уже с 80-го года, когда демобилизовался, стал председателем ветеранской организации интернационалистов в нашем районе. Я заканчивала 17-ю среднюю школу. Мы жили на первом поселке, там эта школа была рядом, я заканчивала там. 17-ю школу закончила, значит, 10 классов окончила в 83-м году. Со своей супругой я познакомился, значит, где-то в 82-м, по-моему, году. Я пришел с армии, вот, и однажды у нас здесь есть первый поселок, там жил мой двоюродный брат, вот. Я как-то к нему поехал просто, ну, пообщаться, короче. И стояли с ним, разговаривали, и тут идет какая-то девушка, вот. Проходит между нами, около нас, а мой брат ее знал, ну так, рядом они жили, и она шла с фотографией. Он раз говорит, дай фотографию посмотреть. Взял у нее и потом не отдает. Она говорит, ну и не нужно. И повернулась и ушла. Но мне стало неудобно, я у своего брата, ну-ка дай сюда. Фотографию забрал, догнал ее, короче. Вот, девушка, вот, пожалуйста, фотографию, нате свою. Вот с этого момента вот как бы произошло наше знакомство, а вечером уже там ребята все собирались на пятачке, там у них такой пятачок был, ну, вечером общались, как бы там разговаривали, там на мотоциклах катались. И вечером тоже я пригласил ее, она рядом, ее дом был там, пригласил, она вышла тоже, ну и поехали на мотоциклах кататься. И вот так завязалось наше, как говорится, знакомство. Она тогда училась еще в 8 классе. 2 года я еще с ней ходил в школу, как говорится, вот ждал ее, пока она окончит школу. И провожал в школу ее, и встречал со школы ее, пока она окончила 10 классов. Поженились. Ее родители тогда жили там тоже на первом поселке. Вот тогда мы поженились, и где-то через месяц, может быть, ее родители уехали в Ленинград жить. Там их старшая дочка была. Вот. И мы так остались своей женой здесь жить. И вот с тех пор живем вот здесь. Вот у нас 3 детей. Все живы-здоровы, слава Богу. Вот. Дочка замуж вышла. 2-й у нас сын, он работает сейчас в 201-й дивизии. Имеются у них тоже сейчас свои семьи, дети их, наши внуки. Вот проживаем здесь, в этом районе, все вместе. Все дружим, нас любят, мы их любим, слава Богу. Мы когда росли, мы, конечно, росли среди русских, наши дети среди таджиков уже выросли. Люба, ходыш дохтарай, Максад,
این هم سوار چی وای سوزان دورو میموند کاپر میمونه همه کورورا هم سوار برام همه نقص رو میبینن. Потом пришла, как говорится, наша война внутри государства. Мы никуда не уехали. С женой и вся наша семья была здесь в то время трудное, когда шла война. Все это видели своими глазами, когда боевики здесь ходили, когда проходили то в Афганистан, то с Афганистана сюда. Ну, в то время мы часто были, у нас моя двоюродная сестра с мужем работали на КПП, на заставе в Нижнем Пянже. Часто там были, то ли в то время ездили туда, потому что тогда еще на границе российские войска стояли, российские пограничники. Плюс стояла 201-я военная база, вот, и они к нам постоянно часто приезжали, мы общались. И мы решением собрания подключились к этой организации и создали здесь свою организацию общественную, Союз ветеранов интернационалистов Джайхунского района. И вот уже с тех пор вот, являюсь председателем этой организации. У меня в организации где-то 70 человек сейчас. Вот. Работаем, помогаем ветеранам своим, интернационалистам. басини соли нафақаи худаш нигоҳ накарда Александр Валентинович ҳамин даводав мекунад кадом муҳтоҷ санатория дармонгоҳҳо ҳама меора ташкил мекунад путёвка мегирад дастгирӣ мекунад. После гражданской войны я занималась частным предпринимательством, я торговала на базаре, вот. Ну, потом я работала еще в 2 банках кассиром, и через 10 лет я опять вернулась на нефтепромысел. И вот 7 лет я уже опять работаю там. На нефтянике уже где-то 30 лет, наверное, она работает на нефтепромысле, у нас здесь находится. Вот, до сих пор, вот, может быть, если этот год на пенсию, наверное, пойдет. Вот, ну, живем, работаем на благо нашей Родины, вот в этом районе. Теки амир шиёд ба сари мо сар зад ҷанги бародаркушам бигем хато намекунем. Ана бисёре аз ин одамо мақсад миллатҳои бисёр буданд. Ина болгар буд, урус буд, немис буд, ҳамаи миллатҳо буданд, пӯчида бирафтанд. Ино ҳастанд оилае ки ба ин нигоҳ накарда ба ин чизо истодан амиҷа. Мы здесь родились, мы здесь умрем. Нарафтан аиҷа. По национальности русские, и у меня много родственников в России. Есть и двоюродные братья, и тетки, и дядки, и брат там сейчас живет в России, да. Много-много везде, там, и в Ленинграде, и в Подмосковье, и на Черном море, и на Дону родственников полно. Они сейчас все там проживают, сколько зовут меня тоже. Но вот, честное слово, никак не могу оторваться от работы вот по горло, как говорится. Таджики, такого народа, наверное, нету на земле. Это такой гостеприимный народ, который в любой дом зайди, тебе всегда накроют и лепешку поставят, и кушать поставят, да. Надо спать, и спать уложат, да. Это самый гостеприимный народ. Потому что я это, как говорится, не с неба беру, а я всю жизнь здесь прожил. И все мои друзья таджики здесь. Я общаюсь с ними каждый день, и везде сидим вместе, и все это. Вся жизнь прошла моя здесь и, с таджиками. По мере возможности мы воспитываем своих внуков, своих детей. Вот. Прихожане, если приходят, вот, кто-то с детьми. Мы устраиваем там праздники. У нас есть свои христианские праздники, Рождество, потом Новый год, Пасха, как этот Иди Мехргон, да, мы тоже праздник урожая празднуем. Благодарим за все Бога, да, потому что все, что мы имеем, это от Бога. Вот, и мы празднуем, Иди Мехргон празднуем, и по-христиански праздник урожая празднуем. Раз мы живем в Таджикистане, мы должны соблюдать традиции. мо ҳамин оиларо доим мехоҳам солим бинам. ана доим хеле ҳастанд, ана хел бошанд. ранги мо тоҷико шидаги ҳамин кай ки бифорат марҳамат. Доим дастархонаш орустааст барои дӯстора. Я мечтаю об одном, чтобы никогда наши дети и наш народ не видел войну.
Война это приносит только горе народу. А я мечтаю о том, чтобы наше государство процветало всегда, чтобы жило в мире, чтобы воспитывались наши дети в мире, вот, чтобы были всегда образованными, чтобы наше государство процветало, чтобы, ну, как говорится, не знало ни в чем беды и только добро было в нашем государстве. Это для любого человека близко, понимаете? Будет мир, будет все.